разговоры. Уходить хочет с нашей бригады. Ух. На пенсию хочет, чтобы мы его проводили. Biz sizga pensiya to'lamaymiz. Знать не знаем, istagi. Yo'q, men bu yerdan boshqa qilaman. Butus niye? Hızlamay alayda haber hüdemeli dali. Oyoqlar sinmay. Hızlamay hızın bir yeriginde. Bikta şap hızın. Yigitler hımaq yugur verir hızın. Qaradi. Nisa yaşaligirga. 69 yildaydi, 70 ga ketdim. Eli irteli. Hikanga xatib kishilar ishlaydi, ana Yaponiyalar. Yaponiylar aşağıda hikandagina pensiyaga so'raladi. Aldaya qarashadi. İşte. Hozir kishi aytayın bular ko'zlab ishlatadilar deb o'tay. Yo'q, biz ko'zlab ishlatmaymiz onlar. Ну просто папе скучно дома лежать. Он начинает болеть, когда он дома лежит. Поэтому мы его заставляем работать. Не заставляем, а просим. А когда он работает, он отвлекается и не болеет. Biz bunda уже Альбертман Рилс düşürdük. Моментально гына. Че, где окна обещанные? Где вот? А, точно, вот привезли окна. Вот монтажники приехали. Будут устанавливать окна. Окна будут у нас, Достар, вот такого сероватого цвета. Вот антрацит. Антрацит, оказывается, называется. А? Красивый. Вот такой Как вот. дерево самохвана, да? Смотрите, он даже какой-то ребристый и под дерево сделанный. Вот такой вот. Почему вы решили такой цвет делать? Потому что крыша серого цвета. Да, и будет смотреться. И смотри, тонированные. Тонированный? Это чтоб не... Чтобы не, и все. Да. Ну вы поняли. Башкорт татар. Это чтобы не, и все. Мин там быстро и качественно. И низкие цены. Так что не подведите. А, или вы по-башкирски не понимаете, да? Хара, не куяла. Чтоб ничего не продувало. Хара. Что это такое? Материал вот такой. И сразу же, хара, вот рамуга уже шлянген. Уже прикреплен, заклеен. И прямо сразу же, это называется по ГОСТу. Вот так должно ставиться. А не просто пена и все. А раньше так не делали? Офигеть. Я удивлен. Нифига себе. Потому что это тихий дом. Он удивлен, потому что это тихий дом. Самый дорогой материал здесь окна. И поэтому мы с Альбертом вообще очень долго мониторили и нашли вот тихий дом с самыми нормальными ценами. И, слава богу, Микурками, я думала, если у них там дешевле цены, я боялась, что и будет работа и качество не очень. Но Аллаха шукр, вон Альберт довольный, он все-таки разбирается же и в окнах, и в строительстве, потому что все-таки 16 лет же он в строительстве. И вот Альберт довольный. И говорит, качество очень хорошее. Именно, даже вот по этим замкам я вижу, что вот это вообще качество. Да? Да. Я еще начал устанавливать забор. То есть столбы поставил, прожили, проварили. Это с двух сторон только еще. Это сейчас мне обошлось. А где? Вон там нет уже забора. Но там я оставлю, чтобы народ ходил. В смысле, воришки ходили, что ли? То есть профнастил обойдется 120 тысяч. И вот это обойдется 50, 170. С работой вместе где-то 250. Забор только. Угу. Что так дорого, бляха-муха, забор 250 тысяч. Это дорого. Ты прикинь, сколько профнастил, сколько металла там. Металл дорогой, Нянбаша везде профнастил. Этот металл у себя как будто за границей везут металл. Какого черта? Почему самый дорогой? Это профнастил, я не могу понять. Окна и профнастил самый дорогой. И все дорогое. И дерево почему А газ, дорогое. дерево тоже дорогое. Да. Эй, Нянбаша, все дорогое. Мне вот такой забор делает. Вот, видишь, мужики делают. Они, мужики, асфальт там делают, не забор. Ну, вон забор красивый. Да, видел, именно забор, как наш вот эта крыша. Он такой же материал дан. Ну, такого же плана. Ну, мне понравился этот цвет серый. Почему? Вот, графитовый, я не знаю. Он смотрится очень красиво, особенно такая высокая крыша. Вот. И... Раньше же тебе коричневый нравился. Ну, графита не было, тот дом же я построил графитовый. И вот это профнастил S21B. Нам с ним работать намного легче, потому что если даже по диагонали уходишь, его крутить легче. Вот. Ну и сам по себе, потому что это необычный профнастил и не черепица. То есть... Сколько это стоит? 480 рублей квадратный метр. В прошлом году только 350 или 380 брали, уже на 100 рублей поднялось, что ли? В прошлом году вообще 520 было, а он подешевел. А, подешевел? Да. Вроде же брали наоборот на 100 рублей дешевле. Нет, еще 2 года назад мы брали. Так. А почему подешевел профнастил? Ну, в этом году вся стройка стоит. А, да, кстати, Достар, кто не в курсе, стройка сейчас стала из-за ипотечных перемен. Да.
из-за кредитов, из-за процентных ставок. Сейчас вообще весь строительный бизнес встал, доктор. Да, люди очень страдают. Вот застройщики, которые занимались строительным бизнесом, они все сейчас страдают. Поэтому же мы ушли тоже со стройки, доктор, и приняли решение, что будем строить дома на сдачу, потому что действительно дома очень тяжело сейчас продаются. И что, во сколько крыша обошлась-то полностью, теперь скажи? Крыша металл мне обошлась полностью 150 тысяч. Это с работой вместе? Нет, без работы, это чистый материал. Окна обходятся с установкой, все полностью под ключ 300. 300 тысяч. Почему, доктор? Потому что на самом деле тут же о фрейме в основном же окна. Видите, тут полностью витражные окна будут. Поэтому обходится в такую сумму. Очень боялись, чтобы рублей 500 обойдется. Да, я тоже, кстати, 500 думала будет. Минус закладывал 500, ну 300 это вообще классно. Угу. Тем более цвет хороший и качество хорошее, мне вообще нравится. И на манды кинешиклер. Чан модель Келик. Келик? Это что Да. такое? То есть он не топится снизу, как у других. Вот у него своя печь уже здесь вот. Где? Вот сбоку топится, как у меня обычно. У всех тоже так Нет, топится? у них снизу все. А. Снизу стоит. И поэтому у него и труба тоже вот здесь сразу находится. Мгм. И двойная стенка. Внутри пищевая, этот намеки, нержавеющая сталь. Угу. И снаружи обычная сталь. И водяная рубашка. Из-за этого он должен быстрее греться и экономия на дровах. И сколько стоит такой чан? Этот чан стоит 200 тысяч. 200 тысяч? Да. Офигеть. А Керик вообще продают за 500. Да? А ты Мне как это- договорился? Блин, они Чё ты обещал испугались меня, нормально что ты парни. ему обещал? Ничего не обещал, вообще, я рекламу не делаем, ничего не обещал. Вот у него сразу... Странно. Сразу лестница подниматься. Ай, Вот у него крышка есть, и у него даже столик есть внутри, вот такой Да? круглый, посередине. Вот сидишь и вот Столик стройный, что ли? так... Нет, он выдвижной. Мне кажется, он неудобный, если нет, столик. так он просто толпа было. А, ну И ладно. все. Мы еще отснимем пару вайнов с Риналем. Опять мы приехали к Риналю, к Ринальчику, как один блогер Риналя называл. Ринальчик. Ты помнишь, да? Он тебе не равно дышит пахнет. А чё? Он же тебе говорил, Ринальчик, пойдем купаться. Зачем мужика зовет купаться? За компанию. Не знаю. Сейчас опять зайдем к Альзире. Альзира скажет, опять приехала, мешает. Пельмени сожрала, контент сперла. Мы к Альзире поехали. Ой, хозяюшка, привет. Хозяюшка ты наша, с чистыми полами, вкусно готовящая. Привет. Нет, тут тоже, я говорю, сейчас Альзира меня не пустит. Я же сказала, говорю, полы грязные, ноги липнут, галоши грязные. Чистые. Привет. Привет, пупсик. Меня постоянно Жасмин это пока. Как я не успеваю заходить домой, она мне сразу машет рукой. Пока-пока. Кофе, Альзира, пожалуйста. Капучино. Пожалуйста, на. Ты самая лучшая хозяюшка. Нет, вон туда посмотри, нет. Что там? Ну ладно, что, не это хозяйка? Жасмин же, да. Нет, я плохая, сейчас тебе любимый видеомейкер твой сделает. Мой любимый видеомейкер. Нифига себе, а что это меня тут не предлагаете? Подожди сейчас, подожди. Вот же я грею. Можно я поем, не подожду? Где взяли? Купили? У кого? Купили. У кого? В магазине? Это магазины, что ли? Это магазин домашней продукции. Блин, я вообще обожаю тутурма. 100 лет не ела тутурма. Вкусно сделали, молодцы, а? Лапша вот это тут тоже лежала. Сейчас заеду. И лапша оттуда, да? Нифига себе, молодцы. Казак салмага. Это не башкирска. Мы такой крупный Там- не делаем. Казак Там такой. есть башкирские мелкие, вот как у нас. Да, маленькие такие. Да, вот, у нас точно такие там Альзира есть делает. маленькие, средние, вот большие, это, по-моему, большие. Можно я еще потом съем? Ну что, Альзира бутерброды приготовила. Ну что за фигня, что за праздник? Да, гости были. Да? А что? Одноклассники? Тутурма, бляха-муха, там надо купить. Вот у вас много еды, бляха-муха. Мне это нравится. Можно я постоянно буду приезжать? Нет. Ну, часто. Ну, я же ваша соседка буду, что?
Альзира готова даже переехать. Риналь, изначально же. А, Я выключу. Да не возьму я, говори. Да выключи, если боишься. Храм, мне не доверяют. О, нифига себе у вас еды. Обалдеть. Хорал, достав. Он да не мегано, ю. Даже вино я так. Обалдеть. Вот вы жрете. Люблю, когда холодильник пустой. Я тоже люблю, когда полный холодильник. Вот Альзира настоящий башкорт кызы, потому что мы даже тувук хала биш бармактын үстүнө. Көрдүңүзбү? Мына ошолай биш бармак була, между Самая прочим. вкусняшка бишбармака это же лук. Тувук мынан. Вот. Биш бармак от Альзиры. Яраткан бабайына биширип койдум. Давай, Риналь, ешь та этот снимать надо. Каранисик бисең хин ашата, а? Бися это же оскорбительно, я? Бися это не оскорбительное. Бися это бай бисенен алынган. Бися, бай биселерди назвали бися. Между прочим. С чего люди взяли, что бися это оскорбительное, не могу понять. Не знаю. Обычно это в таком контексте употребляется бисяково, там, типа... как Но это баба. для мужчин оскорбительный, как раз таки, если вам говорят бисяковый. В молодости я что только не вытворяла, мне как-то я не задумывалась о том, что мне может Бог наказать. А когда я родила ребенка, стала матерью, я тогда уже начала задумываться, что бумеранг-то есть, что если тебе не вернется, вернется к твоим детям. Если тоже я много чего, даже мысли иногда боюсь допускать. Если я иногда вот, думаю, ах, блин, вот то, что кишига шулай булганты, то, чтобы ему пусто было, типа, иногда. Я начинаю, блин, думаю, я такая говорю, Аллах Тааля, прости меня за эти мысли, прости, говорю, нет, пускай у него все будет хорошо, говорю. Я маленькая была. Идем на улице, мама видит, если кто-то там ахса горат просит, мама говорит, всегда давай деньги, потому что люди бывают разные, люди бывают злые. Бывает такое, что ахса, ну, если не дашь, скажет, да чтоб ты сдох. Вот так. Может вот так сказать, поэтому лучше, говорит, всегда давать. Даже невинный гуд действительно может, это слово, это оружие. У людей бывают же такие, ну, люди разные бывают, и, допустим, есть люди, у которых сила слова, она намного вот мощнее. Хоть что скажешь, что сбывает. Слово это самое мощное оружие. Вот люди просто это не осознают. Действительно, это так. У меня мама, короче, вот всегда, все детство, сколько помню, всегда, она вот сила слова у нее сильная, но она всегда говорила, вот сейчас вот это случится, то есть плохое. И всегда, да. И папа уже устал, перестань, типа, ну хватит уже, ты чё, типа, сейчас же будет такое. И вот, короче, она избавилась от этого, ну, последние вот 5 лет можно. А сейчас папа, наоборот, так начал, прикинь, как будто ему передала эту. И вот в прошлый раз тоже, папа, он там копается, короче, саморез нашел, выкинул, говорит, вон, заберите, говорит, в колесо попадется. И мне же попалось, блин. И сейчас мама ему говорит, хватит так говорить, типа. Давайте быстрее. Мои костюмы для секса. Вот. Это что такое? Костюм для секса. Вы же хотели медика. Костюм для сексалардың бар, достар, представляете? Ну. И что, это сейчас киініп врача и не Я играть? одеваю. Это что такое? Оста. Это костюм каталога. Ой, қалай оят. Бұл яшқа хаттым яшап, көздерім немелерге көріп өтмені бұл екеумен. Что вы делаете? Одевайте костюм, и что дальше? Подрабатываем еще. Нет. Со скорой помощью заказы выхватываем, у нас есть рация, и, короче, я приезжаю. Заказывайте скорую помощь. Отсняли, Аллах шукур. Альзира вообще не хотела сниматься, прикиньте. Такая говорит, а что, говорит, опять что ли будем сниматься в ванне? Просто ее обижают в комментариях. Кто ее обижает в комментариях? Всякие по расчету одежды, лягушкой называют. Лягушкой называет? В комментариях обижает? И что, Альзира на это реагирует, да? Значит, не стало. А что ты не блокируешь-то их? Я-то своих хейтеров блокирую. Риналь говорит, что тебя в комментариях обижает, поэтому ты не хочешь сниматься в вайнах. Альзира, идем. Чаем тебя угощу. Мечта вообще, да, Риналь, я сбывается? вообще Мы вообще обожаю. с ним мечтали вот так вот выходить на веранду, Да? чай с кайфом пить. Я тоже обожаю террасу. Что, правда, обидно, да? Нет, мы просто любим на комментарии отвечать. А я даже не отвечаю, я сразу в блок отправляю. Мы еще иногда пишем, типа, зачем? А почему? Ну, когда пишешь, типа, там, ебанашка или там тупая, мы такие, а почему? А что прям так пишут? Уфа. Зира выложила то, что на Сбор в мечеть. мечеть. Ага. Там понаписали, что мы воры, себе, типа, вы, говорит,
Они, говорят, такие люди, которые любят деньги, типа, зарабатывают на всем. Поэтому даже с мечети мы не уверены, что типа дойдет до мечети. Хотя сбор даже не на мою карту, на мамину карту, потому что они там соседка сбор делают. И там еще этот... Что там было? Я даже не знаю, кто сколько что скидывает, у мамы типа спрашиваю, а что-то отправь, типа. Миша, у вас он Сами сбор снимает. роскошно живут, отдыхаете там, тут. Еще типа и сбор объявили. Роскошно живете, еще и сбор объявили. Ну, сбор же Мама, могли объявили бы для сами мечети помочь. же. Я говорю, мы помогаем и информационно, и типа сами финансово помогаем. Я говорю, дай-ка я спрошу у мамы, есть ли типа там от Розы Федоровой типа деньги, потому что обычно такие, как вы, говорю, ни рубля не скидывают. Ай-яй-яй. А любите языком писать, она потом удалила все комментарии. Потому что, ну, не скидывают такие, блядь, не только языком чешут. Что слышала последние новости? Итак, снова с вами рубрика «Новости от Риналя». Нет, Еще раз скажете, мужчины не могут сплетничать, это значит не мужчина, получите по жопе. Да, кто так говорит? Люди. Тебе так пишут? Да? Вот, сплетник, мужик, что ли, такое бывает? А при чем? Он может мучить своих дочек. Риналь, между прочим, не сплетничает, а констатирует факты, которые уже давным-давно в пабликах, в новостных пабликах или блогер у себя опубликовал. Опубликовал официально у себя на странице, опубликовал. Новостные паблики опубликовали. И Риналь только это пересказывает. Да, сплетни, это, по моему мнению, когда ты там у кого-то где-то услышал, сам добавил и рассказал. А новости, это когда вот, ну, мужчины же есть, которые новости ведут, они узнали информацию и поделились с людьми. Вот. И последняя новость, это задержание солиста группы «Караван-сарай» Вильдана Яруллина. В чем его обвиняют? Превышение должностных полномочий. Там писали в новостях о том, что премии незаконно выписывал. Ну, получается, он же директор ГК «Башкортостан» был. Да, это, кстати, солист группы «Караван-сарай», знаменитой группы «Караван-сарай». Премию выписывал своим работникам, а потом говорил, случайно вам начислили, верните обратно. Ну вот версия следствия такая. Но самое стрёмное, знаете, что вот? Что? Что люди в комментариях просто ликуют. Ликуют? Да, прям ура пишут, короче. То есть радуются вот этому ситуации. Ну, понятно, да, что возможно, да, вот ну, человек такие вещи совершил. Но вот так вот злорадство. Но еще не доказано. Да, Еще, во-первых, не доказано. Суда не Мы с тобой уже обсуждали, когда какой-нибудь знаменитый человек, там, или блогер, или артист спотыкается. попадает в да, беду. тут же вот просто, почему-то вот, я не знаю, почему люди такие, что, ну, прям, нельзя же от этого зарекаться, с каждым может, конечно, Да, от случиться. тюрьмы, от сумы не зарекайся. Вот не дай бог, Аллах Ахтаген, Риналь, мы с тобой, вот мало ли чего в жизни может быть, да, споткнемся, да, нас же тоже вместе с землей сравняют. Да.